Представляем вашему вниманию прогноз погоды на 31 мая. Меня зовут Иркина Асанбаева. Здравствуйте. В пятницу в Кадамжайском районе Баткенской области из-за проливных дождей грязевой поток сошел на автодорогу и подтопил хозпостройки. Стихия унесла автомашину на дороге Ош-Айдаркен. В ней находились 6 человек. Сотрудникам МЧС удалось спасти только ребенка. 5 же погибли. Из-за стихийного бедствия также затоплен автомобильный мост через реку Аксу. Частично подтоплено около 10 жилых домов и более 100 огородов. Для ликвидации последствий привлечены более 80 спасателей и силы гражданской защиты Кадамжайского района. А теперь посмотрим, какая погода ожидает жителей завтра. Циклон в Центральной Азии принес дожди почти на все ее части. Юго-восточный ветер достигает порывов до 8 метров в секунду. Первым циклон достиг Китая. Завтра в городе Аксу солнечно, а к вечеру возможны осадки. В Урумчи аналогично. Столбик термометра поднимется до отметки в плюс 25 градусов. В столице Казахстана, Астане, без осадков. В Алматы наблюдается переменная облачность. Воздух прогреется до 22 градусов тепла. В солнечном Узбекистане завтра облачно. В городе Фергана кратковременные дожди. А вот в Ташкенте и Нукосе столбик термометра покажет 33 градуса выше нуля. Несмотря на небольшой циклон с Каспийского моря, в Туркменистане и городах Дашогуз и Ашхабад солнечно и без осадков. На всей территории Таджикистана погода остается теплой. Дожди не побеспокоят Душанбе, Харок и Худжанд. Теперь о погоде в стране. В республике завтра в некоторых районах Нарынской, Баткенской и Сыкульской областей ожидаются дожди. В Бишкеке столбик термометра покажет 25 градусов тепла. Если вы собрались в дальнюю поездку, то будьте бдительны, так как на предгорных участках дорог сохраняется опасность схода сели. Канал Унбир продолжит информировать вас о погоде. Оставайтесь с нами и до новых встреч!